Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Працягнем мы наше абмеркаванне з эксперткай па міжнароднай палітыцы, дацэнткай, кандыдаткай гістарычных навук Розай Турарбекавай. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый день, спадар Зміцер. Пакуль мы не загаварыліся, я адразу хочу нагадаць усім, хто гэтага яшчэ чамусьці не зрабіў. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі спадарыні Розы, не толькі на телеграм-канал, як я звычайна раю, але і на усе астатнія соцсеткі, на Threads, дзе яна таксама актыўна прасоўвае у тым ліку і беларускую мову. Ну і безумоўна, заходзьце на яе YouTube канал. Не бачыў там абнаўленняў, але хто не паспеў паглядзець яе лекцыі по ісламу, то кай ласка раю вось гэта дагнаць гэты цягнік і ўсё ж таки подвысіць свае веды. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. Спадарыня Роза, давайте уже калі узгадали іслам, то ну конечно не про іслам, можа быть наўпрост, але про тое, что там адбываецца у тым рэгіёне. Вот гэтая ситуация с Такаевым, які абнуліўся, с Мерзіёевым, что там адбываецца? Ваша ацэнка? Не, ну что отбывается? То, что и было, я маю на увазе такое укрепление авторитаризма. Ну, для меня в огуле это было такое разочарование. Я маю на увазе то, что Конституційный суд подтвердил право Такаева на то, как ён избирался в чарговый раз. Тому, ведаете, моя надея на то, что все ж таки ён не будет таким, як, наприклад, Назарбаев, ці іншие. Все ж таки моя надея она не збылася. Ну, это было відавочна, что калі ён пачаў вось гэтую гульню з Конституцией, ведаеце, як бы мэта відавочная. Мэта насамрэч у тым, каб утрымаць уладу ў руках. І вось зараз мы бачым галоўны вынік гэтай Конституции. Я маю на увазе прыняцця новой Конституции. Таму вось, ну, нічога незвычайнага. Все зразумела. А что датычыцца астатніх падзей, на увазе там, напрыклад, визит Мерзіёева или визиты Лукашенко до там усходніх краін з дальняй дугі и так далее. Ну, будут пытания, я буду отказывать. Ну вот, все ж таки, давайте, может быть, трошечку про анансаваны визит Мерзіёева у Беларусь. С чым гэта звязана? Гэта таксама, як это любіць казаць МЗС сённяшні, это прорыв? Ці вот что за этим стоит? Ну, нет, это не прорыв, это значный визит, потому что он официальный. По итогу этого визита зараз рыхтуются яны до подписания декларации о стратегичном партнерстве. Это первый такой документ у белорусско-узбекистанских адносинах. Вось. А в огуле это, ну, як бы не незвычайный визит, он добра падрыхтаваны. Апошні визит Лукашенко у Узбекистан был у 24-м годзе. Зараз мы с вами бачим, ну, такой регулярные такие адносины, якія суправаджаюцца вельмі такими, ну, добрыми двухбаковыми трендами. Я маю на увазе павелічэнне, напрыклад, гандлю, павелічэнне таксама производственной кооперации и шмат чаго, аб чым мы можем гаворыць. Но у меня заўсёды знайдецца ложка дёгця. Вось, и ложка дёгця я таксама я буду ее агучваць, потому что шмат якія праблемы яны застаюцца па-за кулісамі, а пра іх трэба гаворыць, потому что трэба ўсё ж таки ведаць, чаму такі, як там, ну, такі добры прирост гандлю. А за апошні, по-моему, год там на 25%, і зараз яны агучваюць розныя лічбы. Напрыклад, узбекистанская сторона яны гавораць про 900 там миллионов долларов, а беларускі бок, беларускі посол у Узбекистане, ён казаў про 800 миллионов долларов, і зараз яны нават ставят такую мэту 2 миллиарда долларов. Ну, ведаеце, это такая уже пропагандистская штука. Трэба ўсё ж таки паразмаўляць, чаму
гэты гандаль так павялічыўся, что там ёсць як это істотнага, а что там ёсць там усялікія там мухі, вось, якія трэба аддзяляць ад котлет. Ось, и тому про это трэба гаворыць, потому что эти адносіны, они не зусім празрыстыя. Ну і что там прыхавана увогуле, наколькі я разумею, я правда вось зараз шукаў, не знайшоў сходу. Я так разумею, что пэўныя краіны, ці то Казахстан, ці то Кыргызстан, ці штосьці нават звярнуліся да Беларусі наконт паставак бензіна з-за таго, что там вот ёсць нейкія там праблемы з расійскім этим пастаўкамі. Кыргызстан и Таджикистан, яны маюць дефіцыт, потому что яны заўсёды карысталіся расійскім бензінам. Вось, не, Казахстан, яму не патрэбна. Нават Казахстан пастаўляў некую там частку бензіна, не памятаю, 50 тысяч тонн у гуманітарных там мэтах, там про гэта Такаев гаворыў. Но гэта, ведаеце, як мёртваму припарка. Там я про Россию и яе стан про паліва. Вось, что датычыцца про прыхаванасць, это датычыцца, па-першае, про абыход санкцый. І вось тая лічба, якую мы зараз с вами бачым, яны апоўчваюць яе, пра шмат зараз гавораць про тое, як у нас добра гандаль развіваецца і гэтак далей. У гэтым есть ложка дёгця, і эта ложка дёгця, яна у чым? У тым, што праз Узбекістан афармляецца шмат тавараў, які, напрыклад, яны закупаюцца ад імя узбекскай фірмы, а насамрэч яны закупаюцца, напрыклад, для Беларусі. И вот такие там, как это там, двойной экспорт, это первое. По-другое, конечно, узбекские банки, ими карыстаются белорусские физичные и юридичные особы, отчиняют там счета и карыстаются этими счетами для там, бизнеса, ведения некого бизнеса. Колькі зараз займае теневой, да, теневая частка, не складана казаць. Про Казахстан я больш ведала, про Узбекистан менш, но я ведала, что так вось Узбекистан у гэтым сэнсе дапамагае режиму нашему абыходзіць санкции, но все ж таки была проблема праз вось гэтые вторичные санкции, особливо з боку Злучених Штатів, так і Європи так само, тому що Узбекистан з'являється вельми добрим гандлевим партнером і ЄС, і Злучених Штатів. Но так як апошні, ведаєте, новини про те, що Злучені Штати здимають санкції з Білорусі, я так зрозуміла, що зараз якби ворота відкриваються. І тут вони такі воодушевлені в цій связі. Это первое. По-другое, конечно, там есть добрая база для двубоковой торговли. Ведаете, я у 17-18 году и включно до 19-го и нават 20-го года я консультовала наши и узбекское посольство, и наши государственные службы относно развития двубоковых адносін. Я бачила, як они развиваются, нават писала аналитичные записки про это для наших державных служб. Вот, тому я бачила, у чым як бы вот это добрая основа для двубокового гандля. Это, конечно, но по-другому есть эта ложка дегтя, про якую не любят говорить, а она есть. Я маю на увазе, что мы с Узбекистаном являемся конкурентами у текстилю. И вот эта конкуренция, яна, шмат у чым мы снизили свои позиции, я маю на увазе белорусский трикотаж на рынке СНГ, потому что узбекская экспансия узбекского текстиля апошние там 10 годов отбывается вельми такой хуткой и агрессивной. Это по-перше. По-другое, есть такие формы производственной кооперации, якими зараз карыстаются белорусы. И у меня есть я так подозреваю, пробачьте, что по-русски кажу, я так подозреваю, что все-таки мы проигрываем узбекам.
У меня есть такое подозрение. Почему? Потому что, например, был заключен контракт о пошиве одежды от имени Светанка на территории Узбекистана, потому что в Узбекистане более дешевая рабочая сила. Более дешевая, чем белорусская рабочая сила. Это что означает? Если вот такой будет и дальше практиковаться, то получается перемещение, там, я не знаю, ряда производств с белорусской территории, с белорусскими марками, да, на территорию Узбекистана грозит чем? Это в первую очередь, конечно, рынок труда в Беларуси страдает. Это первое. Второе. Зная моих братьев-узбеков, я хочу сказать, нация очень предприимчивая, очень находчивая, я бы сказала так, и головастые, и рукастые. Самое главное, они очень хорошо понимают рыночную конъюнктуру, и последние 10 лет при Мирзиёеве бизнес там расцвел буйным цветом. Они используют всякие разные там схемы, государство помогает развитию с этим малым средним бизнесом и так далее, и так далее. Шмат, вот чего они сделали там для снятия разного рода там налогового бремени для мелкого, среднего бизнеса в первую очередь, чтобы поднять, да, экономику и, самое главное, поднять уровень благосостояния узбекских граждан, потому что у них очень долгое время уровень жизни был низкий, и он пока еще остается низким. Но государство, если оно не может помочь, то оно хотя бы не должно мешать, да, зарабатывать. И узбеки вот за последние 10 лет они сделали такой прорыв, то есть это не в смысле у нас с Узбекистаном прорыв, это в смысле у узбеков прорыв был. Что открыта вот эта политика открытых дверей в экономике, она дала, конечно, значительный рост торговли со всеми партнерами, не только с Беларусью, там с соседями, там вообще кратные размеры. Что в общем и целом я переживаю за нашу белорусскую нерасторопность в этой связи. А нерасторопность, она связана не с неумением белорусов, она связана, конечно, с организацией государственного бюрократического аппарата и тех ограничений, которые существуют в Беларуси. Но узбеки умудрились даже на территории Беларуси продавать узбекский трикотаж дешевле белорусского трикотажа. И об этом, кстати говоря, сообщения были до 2020 года, я помню, но я просто не вспомню какие-то там цифры или что-то в этом роде. Это о чем свидетельствует? О том, что, несмотря на наши замечательные стартовые начала, мы можем проигрывать по этой части. К сожалению, я сейчас не могу сказать, какое у нас сальдо. Надеюсь, что оно положительное сальдо. Надеюсь, что именно белорусские предприятия, которые не вовлечены в военно-промышленный комплекс России, которые нацелены в первую очередь на производство гражданских товаров и обеспечение в первую очередь белорусов рабочей работой, там, заработками и так далее и тому подобное. Я всегда стояла за то, чтобы в первую очередь была работа для белорусов и для белорусских предприятий контракты. Но проблема заключается как раз именно в том, о чем я вам говорила. Первое — обход санкций, и вот эту цифру надо на нее смотреть критически. Я знаю, что Белорусский расследовательский центр в том числе освещал эту проблему. Второе — это, конечно, конкуренция с узбекским трикотажем, который мы проигрываем на самом деле. Мы проигрываем даже у себя на рынке. Мы заказываем пошив одежды на узбекских предприятиях пошивочных, что в Беларуси рабочая сила, она не нуждается в работе, там, в заработках и так далее и тому подобное. Что это за там дешевле? А что белорусы получают так много денег, такие высокие зарплаты, что надо выносить свое производство в Узбекистан. Поэтому тут к вопросу о национальных еще интересах. Поэтому в целом это как раз тот пример двусторонних отношений, которые развиваются хорошо. Последние 9 лет на самом деле, не 10, там 10 лет еще нет. Где-то в 17-18 году будет 10 лет. Я имею в виду, в 27-28 году будет 10 лет. Это первое. Второе, конечно, в первую очередь инициаторами были узбеки, и это связано с новой экономической политикой Мирзиёева, политикой открытых дверей. Это второе. Третье. Есть у нас ложки дегтя, с которыми надо разбираться. Они есть, и с ними их надо иметь в виду. Посмотрим, что там будет дальше. Сегодня будет такой праздник. Еще и 3-й форум регионов.
вы же знаете, да, я там специально сейчас смотрела, какие регионы вовлечены, но там пока ничего интересного, ну, нету там какие-то рамочные соглашения между разными областями, там меня больше всего интересовало, какие области с узбекской стороны задействованы, в большей степени это Ташкентская, Андижанская, эти хакиматы, ну, по нашей области, да, областные советы. Вот. Это означает, что да, действительно, речь, скорее всего, идет об индустрии, о кооперации индустриального характера. Вот. Ну и там есть там Кашкардаринская, там Бухарская, но так в меньшей степени. Вот, поэтому я слежу, я с самого начала была у истоков, как говорится, консультирования этих двусторонних отношений. Многое меня до сих пор радует, вот, потому что я за то, чтобы уровень белорусских граждан жизни, уровень жизни повышался. Вот. Но я вот эти ложки дегтя, я их тоже вижу. И мне очень интересно, какие там цифры на самом деле. Насколько там всё добросовестно. Спадарня Роза, давайте яшчэ как бы на завяршэнне гэтай тэмы пройдземся трошачку по дальняй дузе, але с как бы так перспектывай, ну дакладней с ацэнкай на сёння, як гэтая поездка на дальнюю дугу змяніла сітуацыю. Што я маю на ўвазе? Я зараз нават не пра паездку там у іншыя краіны, там кшталту М'янмы. Мне вельмі цікава было, я некалі чытаў расследаванне пра тое, як Беларусь падстаўляла у М'янму зброю, а не ведалі, як разлічыцца, бо М'янма могла толькі налічкай это самое оплатить, и присылали с Минска адмысловы самолет, які там самолет загрузили пачками этих грошей, каб адвесці. А про Китай мы пачулі словы от Си Цзиньпиня про там падтрымку суверэнітэта, незалежнасці і гэтак далей, что все адзначылі, что вот такую вот заяву зрабіў кіраўнік Китая, вельмі значная, і мы бачылі, ну как бы троху такі разгублены стан пасля з'яўлення заяваў ультыматума Зеленскага, і вот які быў стан у Лукашэнкі. І вот зараз, вярнуўшыся з Китая, атрымаўшы такія вось как бы так завярэнні з боку Си Цзиньпиня, яго паводзіны, яго как бы стаўленне, яго, ну как бы ён змяніўся, то есть стаў больш упэўнены. Вот і ўвогуле, наколькі это сур'ёзна словы гэтыя з кіраўніка Китая? Ну, па-першае, я не вельмі люблю абмяркоўваць стан Лукашенко, гэта его асабістая справа, меня он не цікавіць, меня цікавіць, што будзе з Беларусью. Вось, як он кіруе Беларусью, это яго вина ў тым, што мы апынуліся ў такой сітуацыі, так, паміж двух огней. Вось. Но что я хотела бы подкрэсліць? Па-першае, пасля того, як Лукашенко з'ехаў з Пекіна, вы, мабыць, чулі, што Си Цзиньпинь, ён звяртаўся да Пуціна і казаў пра вайну, што трэба заканчиваць. Ну, все, хопіць. Вось. Это з майго пункту гледжання гэта больш важна, чым тое, што ён казаў Лукашенко пра тэрытарыяльную цэласнасць, суверэнітэт і так далей. Это ну, такія ритуальныя словы, зразумела, што ён як бы так проявил гостинность, я бы казала бы так. Мы про гэта говорили, что для Китая насамрэч со стратэгічнага пункту гледжання больш цікава вось тэрытарыяльная цэласнасць і незалежнасць краін Цэнтральнай Азіі, потому что это датычыцца нацыянальнай бяспекі дакладна Китая. Я маю на увазе, што яны маюць вось эту агульную мяжу, і вось гэта іх цікавіць. А вось тое, што там у Беларусі, ну это датычыцца там, я не ведаю, глобальнай бяспекі там транспартных путей і так далей. Но это не датычыцца вось так вот напрямую нацыянальнай бяспекі Китая. Это по-першае. По-другое, што мне як бы, ну, из апошніх заяв, якія туды, у гэты кошык мы можем положить. Это тое, што казаў Буданов.
адносна Беларусі, адносна того, что Лукашенко пачуў, потому что Лукашенко казаў на гэтай сустрэчы з вайскоўцамі, что яны не поедут на войну, там яны не будут вовлечены, он зробіць усё. Ну, он зрабіў усё, конечно, за апошнія, там, не ведаю, 6 гадоў или 5 гадоў столькі, что мы вось і зараз расхлёбывает, да. І пасля гэтага тое, што казаў Буданов, я так зразумела, што і гэта з'яўляецца такой тактычнай разрядкай адносін паміж Кіевам і Мінскам, і што яны вось, ну, як бы акцэнтавалі, я маю на увазе Буданова, акцэнтавалі тое, што мы чуем, мы зразумелі, што вы зрабілі для сябе нейкія там вынікі і гэтак далей. І я так лічу, што заява Буданова гэта тактычная разрядка. І, мабыць, мы с вами убачылі як бы, ну, такую концовку этого периода ціску з боку Киева на Мінск, ну, у бегучых умовах, мабыць, там на такі кароткатэрміновы перыяд. Вось, но мы не ведаем, што будзе рабіць Москва, потому что шмат чаго залежыць ад таго, што робіць Москва зараз. У якім стане зараз Москва, што яны будуць рабіць у адносінах з сваім паплечнікам, я маю на увазе Беларусь, да, якія будуць прапановы, будуць ли далей вось гэтыя провокаций адносна там автобусов, грузовиков и так далее, там подобное. И як будзе Беларусь отказывать на гэта, ну, ведаете, сегодня видовочно як отказывают, то есть мы не вовлекаемся, это все случайно, это все как бы там неведомые какие-то силы, ну, может быть, Украина, но мы на это не будем реагировать, все. А я думаю, что вот сбоку Москвы это не конец. Вот сбоку Москвы это не конец. И если украинская сторона ставила перед собой цель сделать все, чтобы черная кошка пробежала между Минском и Москвой, они своего добились. Это очень тонкая и опасная игра. Но надо сказать Киеву в тех условиях, войны, да, что остается делать? Все, что угодно, чтобы разделить, да, союзников. Вот они и сделали. Фактически на сегодняшний день мы с вами можем констатировать, что есть такие возможные признаки, не то чтобы разделения, но да, непоразумение может быть. Вот, потому что белорусская сторона официально, там, то, что мы слышим от Льва Львовича или от Лукашенко, свидетельствует о том, что они не ведутся на вот это объяснение, что это украинские вооруженные силы, что это украинские дроны и так далее и тому подобное. Они пытаются это использовать как повод, да, для, там, не знаю чего, использования Беларуси еще в каких-то там целях, да, учитывая особенно их состояние на сегодняшний день с бензином, и что в Крыму происходит, и на фронте что происходит. Вот. Они пытаются вовлечь Беларусь там, в каких-то там форматах, я не знаю. Не получается, Лукашенко на это не ведется, на эти достаточно грубые, прозрачно понятные провокации. Если не поддается на эти провокации, значит, возможно, другие. Может быть, более, я бы сказала так, чувствительная. То есть вы видите, да, подрыв белорусского автобуса на территории Брянской области. Следующий удар пошел уже на границе. Если мы с вами представим себе, что бы могла бы Москва сделать еще, значит, провокация должна произойти уже на территории. А калі узгадаць словы Зеленскага про тое, что, ну, ретранслятары гэта, канешне, трэба, каб былі адключаны, а яшчэ нас вельмі непакоіць пастаўкі бензіна ў расійскую армію, то как-то адразу узгадываецца, напрыклад, Мозырскі нафтаперапрацоўчы камбінат. Ну, ведайте, я не думаю, что дело дойдет до Мозыря в этот раз, но какие-то такие более чувствительные тоже удары могут произойти. Выдавая эти удары за удары ВСУ,
как это делается, да, с автобусом, с этими фурами. Вот следующее. Я все время жду следующей провокации, потому что русские встали на этот путь, они, очевидно, не получили того, что хотели, или, может быть, мы чего-то не знаем, но мне кажется, что они не получили того, что хотели, у них была какая-то цель. Вот, но они ее не добились, потому что между Минском и Киевом не происходит ничего. Ну, в смысле, вообще ничего не происходит. Ну, кроме этих. И последнее заявление Буданова мы услышали, все хорошо, мы поняли. Мы не собираемся эскалировать ситуацию. Нет, не так сказано. Мы не то чтобы хотели бы эскалировать ситуацию, немножко другого. Вот, но все равно это разрядка. Слова Буданова я воспринимаю как разрядку, временную разрядку. Что будет дальше, посмотрим. Я, конечно, всегда надеюсь на лучшее, но готовиться надо к лучшему. Але спадарня Роза, калі как бы Мінск не даў Москве тое, што яна хоча, і яны разумеюць, што это правакацыі, і таму менавіта такія словы гучаць ад таго ж самага Вальфовіча і не толькі ад яго, то бок яны не хочуць, вось, каб гэтая правакацыя спрацавала. Чаму яны не затыкаюць рот прапагандыстам, якія крычаць, сыходзячы з расійскіх наратываў? Они выполняют другую полезную функцию, которая называется «Не думайте, что мы от вас отказались, мы все еще ваши союзники». Они не могут так резко менять риторику в целом. В целом. Не могут. Да, у них и в головах не может произойти такого переворота. Но, как бы, извините за выражение, не осознавать, что это напрямую идет угроза, ну вот надо быть совсем слепыми и глупыми и так далее. Я не думаю, чтобы они были слепыми и глупыми. Другое дело, что они тоже являются своего рода жертвами собственной пропаганды. Есть такой эффект. Вот, это следующий момент. Я думаю, что Лукашенко очень сильно надеется на открытие переговорного процесса. Как вы знаете, сегодня речь уже идет об этом, я имею в виду американцев, да, которые хотят возобновить переговоры между Украиной и Россией. Это, я думаю, он на это надеется. Вот. Ну, он на это, конечно, надеется, но я думаю, что он как опытный политик понимает, что надежды одной сыт не будешь. Это не гарантия. Надежда — это не гарантия. Поэтому посмотрим, что будет. Я думаю, что давление Москвы будет усиливаться, и посмотрим, к чему это приведет, потому что я до сих пор, уважаемый, не видела третьего плана интеграции. А он, очевидно, составляется. Мне бы хотелось увидеть. Я думаю, что там как раз-таки кроются все ответы на наши вопросы. Вось, дарэчы, з гэтай нагоды как бы я наткнуўся, дзякуючы Змітру Гурневічу, на допіс ад яшчэ аднаго прыхільніка пашырэння і паглыблення інтэграцыі Гайдукевича. Читаю. Кстати, спасибо, надо сказать, 2020-му именно за укрепление союза с Россией. Говорю как депутат союзного парламента. После 2020-го мы решили те противоречия в союзном строительстве, которые не могли решить годами. Теперь союз укрепился, причем на фундаментальном уровне. Тут вы молодцы, сыграли нам на руку. Ну, Гайдукевич, конечно, и сам добра умее себе на руку играть, але калі сур'ёзна, то что там можа хавацца не вельмі прыемнае ці вельмі непрыемнае для суверэнітэта і ўвогуле для незалежнай Беларусі? Ну, вот апошні другой план, да, які вось зараз имплементуется, он до конца не имплементовался. На самом деле, знаете, это такая машина, которая вот она частично работает, частично не работает. Но там, где русским надо продавить, она работает. Вот. Исходя из того, что во втором плане было заложено и частично реализовано, речь идет все-таки о политической интеграции. Вы помните, во втором плане было предусмотрено, и оно было принято, да, возможность участия белорусских граждан в российских муниципальных и областных выборах и российских граждан на территории Беларуси участие в белорусских выборах. Ну ладно, выборов у нас особо нет, но сама по себе постановка вопроса о том, что россияне и белорусы могут принимать участие в политическом процессе, потому что избирательный процесс — это политический процесс,
То есть вот первый шаг, да, это муниципальные, областные выборы, шаг этот был сделан. Причем это было преподнесено достаточно громко. И плюс ко всему, конечно, вот это вот партийное сотрудничество. Белая Русь и, господи, Единая Россия, да. И Грызлов как раз под это дело, Грызлова и назначили послом, чтобы осуществлять вот эту политическую так называемую интеграцию низового уровня. Она формальная, она на бумаге там, и так далее и тому подобное, но это все звоночки. Это все звоночки о том, что они хотят получить в третьем этапе. Плюс ко всему, они же создали, по крайней мере, 3 наднациональных органа. Ну, это такая хромая утка, которая, ну, она хоть и хромает, но она живая, она не дохлая. Вот, есть налоговый наднациональный комитет, есть таможенный наднациональный комитет, а есть национальный комитет, по-моему, там по сертификации, стандартизации. С малого начинает. Ну, не то чтобы с малого, я бы даже не назвала национальный налоговый комитет чем-то малым. Вот. Я думаю, что в этом направлении будет идти. В этом направлении будет идти. То, над чем посмеиваются и считают несущественным многие наши уважаемые эксперты, на самом деле это называется постепенная передача управления в достаточно чувствительных сферах. Налоги – это чувствительно. Это напрямую относится к вопросам национального суверенитета. Вот то, чего я ожидаю на третьем этапе, это как раз направление развития в этом направлении. А вот как далеко они могут зайти, это зависит от того, как Лукашенко будет долго сопротивляться. А теперь, что касается Олега Гайдукевича, я бы хотела напомнить одну такую хохму давнюю, простите, что русскую хохму, да, на Морозова мама, когда увидела вот этот особняк Морозова, который больше похож там, на какой-то там теремок, да, из сказки, она сказала: раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва. Олег Александрович, лучше бы вы помолчали про это, потому что, наверное, недаром ничего не получалось, потому что белорусская сторона, особенно последние несколько лет, упорно сопротивлялась вот этому новому проекту, апгрейду союзного государства. И выставлять себя вот таким вот поборником уничтожения белорусской государственности, ну вот как с Морозовым. Раньше там один папа, наверное, знал, что вы дурак, а теперь вся Москва, а теперь весь Минск, вся Беларусь. Спадарня Роза, некалькі яшчэ тут пытанняў хацеў бы закрануць. Одно, ну как бы вот я задаю з падачы наших гледачоў. Не ведаю, ці бачылі вы гэтую дыскусію, назовем это мягка, якая разгарэлася паміж прадстаўнікамі беларускай дыаспары ва ўкраіне, ну і прадстаўнікамі, так сказать, дэмсілаў. Калі Алена Жаркевич написала, там Франак Вячорка выступіў на Белсаце, дзе сказаў сярод іншага, што ну троху лягчэйшымі становяцца працэдуры там з легалізацыяй там ці там з чым яшчэ там з узаемапаразуменнем там для беларусаў ва ўкраіне. І от Алена Жаркевич написала, і шмат хто з беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне, падтрымалі, што ніякіх зменаў няма, ніякіх палягчэнняў няма, праблемы з легалізацыяй, праблемы з дакументамі, праблемы там з усім чым заўгодна, нават з узгаданымі банкаўскімі рахункамі, што асабліва так Францкевіча чамусьці падарвала гэтае пытанне, што выносяць это на першую ролю, хаця іншыя пытанні добраахвотнікаў тых же самых легалізацыі как бы маюць вялікае значэнне. У каментары прыйшоў нават пасол Украіны па пытаннях Беларусі Ярослав Чарнагор, які сярод іншага сказаў такую фразу, што не выносьце вот гэта так на такую публічную, асабліва стварыце там нейкі там чат і вырашайце, абмяркоўвайце паміж сабой вось вашыя унутрыбеларускія непаразуменні, таму што, цытата, ваши непаразуменні нам не зразумелыя. І вось пытанне ад глядачкі пад нікам Гелена: як заява Чарнагора на адрес Жаркевич о непонятных ссорах можа паўплываць на нядаўнія налажаныя сувязі дэмсіл з Киевом? Ну, яны ведалі, насамрэч тут такого крытычнага ўплыва не будзе. Яны ведалі пра тое, што ёсць розныя групы з рознымі меркаваннямі.
Я разумею тых людзей, якія маюць праблемы, пэўныя праблемы з легалізацыяй ва ўкраіне. На жаль, шмат гэтых праблем і шмат чаго не вырашаецца, і ўсё добра выглядае з боку палітычнай дэкларацыі, а вось на практыке як бы не зусім так бывае добра. И тому тут, что тут кажешь? Ну вот это, я вот тут просто свою давнюю мысль хочу сказать. Вот это напряжение, которое мы испытываем в связи с нашей дискриминацией, она проявляется естественным образом, потому что когда объявляется Беларусь соагрессором и объектом санкций, это распространяется на всех белорусов с белорусскими паспортами, вне зависимости от того, какую политическую позицию мы занимаем, являемся мы частью демократического движения или нет, бежали мы когда-то от Лукашенко или нет. На самом деле, с точки зрения законодательства, мы все равны. Наряду с ебатьками, там, я не знаю, людьми, которые за режим там, и так далее. Поэтому вот эта проблема, которую не сразу поняли наши активисты, вот, это первая проблема. Вторая проблема связана с тем, что если мы призываем к санкциям, кстати, вот тут вот очень много перекликается, если мы призываем к санкциям, то мы должны понимать, что эти санкции ударят по нам неизбежно. Потому что санкции точечными бывают только тогда, когда принимается со списком, да, там фамилия указывается, там Лукашенко, там Караев, там и так далее. Там. А когда санкции огульные на страну, то они распространяются на всех нас с паспортом гражданина Республики Беларусь. Это неизбежно. Вот, поэтому отсюда такие споры по поводу санкций. И такое отношение к санкциям внутри страны, кстати говоря, у всех граждан, потому что не все страдают. Вот, это второй момент. Третий момент, связанный с тем, что происходит в Украине. Первый визит Тихановской и встреча с Зеленским, сама по себе эта встреча и этот визит не может решить автоматически всех проблем. Не может. Плюс ко всему, только сейчас создается эта скоординированная группа там, и так далее и тому подобное. Это сейчас только начался разговор на уровне ведомств, потому что они получили политический сигнал. Сколько уйдет времени от политического сигнала до решения проблемы, это вопрос стольких факторов. И главное, чтобы за это время опять они не испортились, эти отношения. Чтобы нас опять как бы... не отвернулись от нас и не сказали, ну вы все равно нам ничем помочь не можете. Поэтому мы законодательство еще не до вас дело. Тут вон, извините, летят эти, баллистика летит и убивает десятками людей, вот, а вы тут со своими этими рахунками. Вот. Хотя я понимаю, я очень хорошо понимаю, потому что мы, может быть, не в такой ситуации, но в схожей бываем ситуации. И неоднократно оказывались в таких ситуациях. А это в странах Европейского Союза, которые не стали объектами вторжения. А Украина стала объектом вторжения с территории Беларуси. Это тоже не стоит об этом забывать. И когда вот происходят вот эти глобальные политические сдвиги, объявления там санкционных этих самых пакетов и так далее и тому подобное, неизбежно страдают люди, обычные люди. Потому что политика, политическая и человеческая, оно, к сожалению, в такие острые времена, они расходятся. На первое место выступает вопрос ресурсов там, и так далее и тому подобное. Что я здесь еще хочу сказать? То, что о чем сказал Ярослав Черногор. Да? Им хочется, конечно, видеть единство рядов демократической оппозиции, демократического движения. Потому что им хотелось бы говорить с одним лицом. И если они делают ставку, ну, например, Ярослав пишет, там, я не знаю, какую-то там записку, объективку, да, там, вот, докладную, ему бы, конечно, я представляю себе, ему бы, конечно, хотелось, что если они делают на нас ставку, чтобы мы представляли собой там консолидированное, сильное начало демократическое. А тут такая сварка вываливается. Но с другой стороны, это тоже процесс такой, как это сказать, не сильно контролируемый. Вы не можете заставить людей не писать об их проблемах.
И то, что сказал Франк, конечно, стало красной тряпкой для украинцев в Беларуси, извините, для белорусов в Украине, которые не могут решить своих проблем годами. И здесь такое, знаете, переплетение разного рода негативных эмоций, несбывшихся ожиданий, я там не знаю, желание как бы продвинуть позитивный имидж украинского трека там, и так далее и тому подобное, оно выливается вот в такого рода, как это сказать, ну да, это сварки фактически, такие споры. Что бы я здесь хотела подчеркнуть? Самое страшное, конечно, в этой ситуации то, что мы не можем уразуметь объем проблемы. И часто бывает так, что вот это фрустрационное состояние, что мы не просто не можем, мы понимаем эту проблему, но мы не можем ее решить. Это порождает вот эту фрустрацию, и фрустрация выстреливает в таком виде. И сказать Алене Жаркевич, ну, с Францкевичем это отдельный разговор, может быть, Алене Жаркевич, что не пиши про проблемы. Зачем ты так накидываешься на Франака вечерку, на белорусские демократические силы, там, на офис Светланы Тихановской? Ну, вы можете, конечно, сказать, но это мертвому припарка. Помогать, решать, да. Но есть пределы помощи, и это тоже надо понимать. И пока война не кончится, пока санкции не снимутся, мы будем сталкиваться с этими проблемами повсеместно, имея паспорт гражданина РБ. Повсеместно. И еще долго нам придется расплачиваться за соучастие в войне. Нет, не мое соучастие, не ваше Змейтер соучастие, и уж тем более не соучастие наших белорусов, которые героически сражаются на стороне Украины, или там наши волонтеры, которые помогают всем, чем могут в таких тяжелых условиях. Но у них у всех белорусский паспорт. У них у всех белорусский паспорт. Если быть более внимательным и читать, например, историю Второй мировой войны, в каком положении, например, оказались японцы, которые являлись гражданами США. Вы когда-нибудь читали что-нибудь про это? Ну, они чем были виноваты? Они даже были гражданами США. Вот, и что с ними там, например, делали. Это очень маленькая такая... А чем были виноваты немцы Поволжья в Советском Союзе? Когда нацистская Германия напала на Советский Союз, а их депортировали в Казахстан. И на них накладывали такие дискриминационные меры, что мама не горюй. Ну, потому что это еще плюс ко всему тоталитарное государство. Я просто здесь отдельно хотела бы сказать, что, например, немцы, чеченцы до определенного времени не имели права даже своих детей отправлять в высшее учебное заведение. Я так как я из Казахстана, я это слишком хорошо знаю. Они не получали этого права, по-моему, до 56-го или до 60-го года. Не могли своих детей отправить учиться в университет. Их не принимали, потому что они немцы и чеченцы. И все. Или, например, как уйгуров не принимали на государственную службу в Казахстане. Ну, это в советском Казахстане имеется в виду. Почему? Потому что такая разнарядка шла. Дискриминация была чудовищная. Некоторые национальные группы даже не получали своего названия в этом списке реестре национальностей. Например, турки-месхетинцы, их не могли записать турками-месхетинцами даже в паспорт. Потом они не могли доказать, что они турки-месхетинцы, потому что в реестре национальностей Советского Союза не было такой национальности, точка. А турки были, вот, которых высылали с Кавказа во время Второй мировой войны, наряду с чеченцами и ингушами. Вот, поэтому, послушайте, я очень хорошо понимаю вас всех. Но мы с вами не должны забывать. Идет война, к сожалению. Мы с вами имеем белорусский паспорт, и мы первые после россиян, кто подвергается дискриминации. Решить такого рода проблемы в Украине на законодательном уровне, на уровне ведомств, учитывая еще специфику государства, специфику функционирования государства в военных условиях, это, конечно, да, это квест настоящий. И я спочуваю, я вам всем, поважанные мои слухачи і ті, хто беларускі і беларусы, які апынуліся ва Украине, які абралі такое, ну, свядома абралі, да, такой шлях. Я вам спачуваю. Но не во Франке дело.
может, Франк малость преувеличил, или он хотел как бы увидеть на том уровне, на котором он был, какие-то позитивные изменения. Ну, посмотрим со временем, что будет. Что ты скажешь? Да, спадзяюся, что ўсё ж таки чым далей, тым больш праца на тое, каб вот это размежаванне беларусы і лукашысты яно спрацоўвала і нешта вырашалася на карысць людзей, якія сапраўды за дэмакратычныя перамовы, за вольную незалежную Беларусь і за свабодную Украіну ад расійскіх акупантаў. Дзякуй вялікі, спадарыня Роза. На сёння развітваемся. Яшчэ раз подписывайтеся на сацыяльныя сеткі спадарыні Розы і не забывайся про YouTube канал Еврорада. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечно.